Салем, достар! Меня зовут Яра, и я носитель казахского языка, а также я студент филологического факультета МГУ. Уже на протяжении нескольких лет я помогаю людям начать говорить на казахском. И в этом видео мы с вами поговорим про казахский сленг. Давайте сначала определимся, что такое сленг. Сленг – это неформальные, часто молодежные фразы, которые выражают эмоции, настроение или отношение говорящего к какой-либо ситуации. Это может быть шутка, сокращение слов, игра слов. Например, в русском языке сленгом являются такие слова, как зашквар, краш, кринж, залипнуть, вписка и так далее. И в казахском языке есть свое богатство таких выражений. Первая фраза «картоп жару». Сленговое выражение, которое означает что-то вроде смешно пошутить, выдать такую мощную шутку. Например, если вам действительно понравилась чья-то шутка, она заставила вас смеяться, вы говорите «картоп жардың». Ты смешно пошутил. Вторая фраза «Өтті Каспиге 5000 аудар». А если переводить дословно, то вот зашло, переведи 5000 на Каспий. Это такая саркастическая реакция на неудачную шутку. То есть как будто бы человек неудачно пошутил, никто засмеялся, но вы типа посмеялись и за это берете деньги. Но это, конечно, все делается в такой шуточной форме, никому не нужно скидывать 5000 на Каспий. Просто это как бы акцентирует внимание на том, что какой-то человек неудачно пошутил. Өтті Каспиге 5000 аудар. Дальше қарызға күлу относится к той же части, то есть қарызға күлу дословно смеяться в долг или поддержать шутку из вежливости. Вот. Қарызға күлдім. Я посмеялся просто из-за вежливости. Также указывает на какую-то неудачную шутку. Кәмпит бел. Это больше уже про личность. Да. Личность, или как еще говорят, пикми. Есть такое выражение сленговое. Кстати, слово пикми употребительное в казахском языке. Кәмпит бел – это не только про девушку, но и про парня, который ведет себя очень странно, постоянно хочет внимания. Далее, жеп қалу. Жеп қалу – это остаться крайним, быть обманутым. Например, вы смеялись вместе с другом, да, на уроке, но учитель делает замечание именно вам, и в этот момент вы говорите «жеп қалдым», да, я остался крайним. Қораға кіру. Қораға кіру означает полный какой-то провал. Ол кәсібімен қораға кірді. То есть у него как бы провалился вот этот бизнес, да, он обанкротился. Қораға кірді. Следующая фраза «бас кету». Дословно переводится как «потерять голову», и, в принципе, в русском языке тоже очень часто используется данная фраза. «Бас кету» означает «сойти с ума от эмоций». Это может быть какая-то влюбленность, либо, например, вы можете готовиться к экзаменам, да, вы очень устаете и говорите «басым кетті». Все, я потерял голову. Типа такого. То есть это различные эмоции, от влюбленности до каких-то других. Не знаю даже, что привести. Қайттық шәуілдірге. Глагол қайту может меняться, то есть форма глагола қайту может меняться. Қайттым шәуілдірге, қайттың шәуілдірге и так далее. Это означает, что вот человеку очень стыдно, и он хочет провалиться сквозь землю. Қайттым шәуілдірге, то есть мне очень стыдно. Қайттық шәуілдірге, давайте все там уйдем, да, уедем. Вообще, я не знаю, откуда произошла эта фраза. Шәуілдір, если не ошибаюсь, это село или город, мини-город в Туркестанской области. И когда люди даже испытывают испанский стыд, они говорят «қайттық шәуілдірге». Ауыр. Вот так еще можно как-то длительно, да, произнести, продолжительно. Ауыр. То же самое, что и жесть в русском языке. Жесть, тяжело, сочувствую и так далее. Обычно произносится вот в паре. То есть ауыр с повторением. Ауыр. Далее. Әшейін сән ғой. Я знаю, что слово «әшейін» пишется по-другому, но именно в этом сленговом выражении люди в мессенджерах пишут вот таким образом. Әшейін сән ғой. Әшейін сән ғой обозначает запросто, легко, без усилий. Например, емтиханнан 5 алу маған әшейін сән ғой. Запросто получаю 5 по экзамену. Шығатын жері қаяқта. Вот. Именно қаяқта произносится вот именно таким образом и пишет тоже таким образом. То есть вообще в литературном языке қай жақта. Но в этом сленговом выражении произносится, пишется қаяқта. Шығатын жері қаяқта. Где выход? То есть когда человеку тоже очень стыдно, он произносит эту фразу. То есть хочу исчезнуть после неловкой какой-то ситуации. Шығатын жері қаяқта.
На этом все. Это были самые популярные сленговые выражения на данный момент, но их достаточно много в казахском языке, поэтому я могу сделать вторую часть. Если вам было интересно это видео и вы хотите вторую часть, обязательно напишите об этом в комментариях. Я сниму для вас вторую часть. А если ты хочешь начать говорить на казахском с нуля, то у меня есть отличное предложение. Курс для начинающих, который стоит всего 25 тысяч тенге. Подробнее по этому номеру. Всем спасибо за просмотр, и если вы смотрите это видео без подписки, пожалуйста, подпишитесь. Чем больше подписчиков у меня будет на канале, тем больше мотивации снимать видео. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.